Здравствуйте, дорогие гости! Рада видеть каждого из вас. И сегодня мы хотим представить вам историю, которая случилась в канун Рождества. Главный герой нашей истории – злой, напыщенный, жадный и гордый Скрудж. Но и сквалыга же он был, этот Скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, грабить, вымогать. Умел старый греховодник. Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий. Он прятался, как устрица, в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндивели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Скруджу было почти за 70, и все эти годы он прожил в недовольстве, озлобленным на всех людей из-за непонятной никому причины. Чего ты улыбаешься? Что вы такие счастливые? Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. Доброе утро, мистер Скрудж. С наступающим. Может, в честь праздника растопим печку? Тут так холодно. Что? Если мы в честь каждого праздника будем топить печку, а никаких денег не хватит, иди оденься потеплей. Подумала. Ох, как мне надоели эти пятнички! Один остался, я в Рождество, но быть в покое так хорошо. Не придется деньги тратить на вас, ах, делиться с вами было бы просто откровенный маразм. Да я один, и мне плевать. Вы знаете, где меня искать. Я буду дома ваши деньги считать. И все равно, что в этот день будете меня проклинать. Но хватит врать и все время хитрить. Здесь все за деньги несложно купить. Какая грязь, какая власть, и как приятно в эту грязь упасть. Оставить все манеры и контроль, сорвать все маски и быть просто собой. Ха-ха-ха-ха. Вокруг одни глупцы тратят время на пустяки. Богатство зло, говорят они. Оглянись, открой свои глаза, каждый знай, деньги, власть молчат, что есть добро. Иметь богатство, людей, все. Оставить совесть, ограбить всех. И все равно, что в этот день будете меня проклинать. Но хватит врать и все время хитрить. Ха-ха-ха. Здесь все за деньги несложно купить. Какая грязь, какая власть, и как приятно в эту грязь
грязь упасть, оставить все манеры и контроль, сорвать все маски и быть просто собой. Ха-ха-ха-ха! О! Когда-то я был маленьким мальчиком. Я смотрел на этот жестокий мир, как он жесток бедным людям, которые не могут позаботиться о себе. Я смотрел и искал ответы на эти вопросы. Я однажды посмотрел на богатых людей. Они имели все. Они имели деньги, власть. И имели счастье. Они могли позволить себе все. Я смотрел на них и смотрел. И зависть обжигала мое сердце. Зависть обжигала мое сердце. И тогда я понял, богатство — это путь к счастью. И тогда я стал много работать. Ха-ха-ха! И я хитрил, и я обманывал людей, чтобы разбогатеть. Я трудился и трудился. И когда я стал богатым, ха-ха, люди пошли ко мне. Я получил уважение. Я стал богат. Я могу позволить себе все. Я купить могу все. И тогда я стал счастливым. Ха-ха-ха-ха! О, посмотрите! Но хватит врать и все время хитрить. Здесь все за деньги несложно купить. Какая грязь, какая власть, и как приятно в эту грязь упасть, оставить все манеры и контроль, сорвать все маски и быть просто. Какая грязь, какая власть, и как приятно в эту грязь упасть, оставить все манеры и контроль, сорвать все маски и быть просто собой. Ха-ха! Или стоять со ценой. Ха! Так. Проходи, дорогая. Угу. Так, что тут у нас? Ага. Должен. Ага. Здравствуй, дядюшка. Пришла твоя любимая племянница. С наступающим праздником, с Рождеством! Какой? Какие планы на завтрашний вечер? Что? Какой праздник? Зарплату только через 1,5 недели. Налоги вчера только собрал. Так, что тут у нас? Дядюшка, перестаньте поясничать. Все знают, какой завтра праздник. Ну? И мы с мужем тоже решили устроить званый ужин и пригласить всех наших друзей, гостей. И вас тоже хотим пригласить. Придете? Ну, не знаю. Скидываться, наверное, придется. Нет, я, пожалуй, один. И вообще! Фу! Что за ерунда? Рождество! Вот придумали праздник себе. Нет, я не справляю такую ерунду. Дядюшка, неужели можно быть таким жестокосердным? Неужели в вас нет ни капли святости? Вы хоть знаете, что такое Рождество? Ну, раз такая умная, ну, просвети меня. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговенье святая чета, дивным младенцем полны сердца, радость в душе их горит, радость в душе их горит. Тихая ночь, дивная ночь, глаз небес
Спасителя дал. Всё, иди, ерунда это все. Иди отсюда, иди. И все-таки, дядюшка, мы будем вас ждать. Ой. Проходите. Ну, кого там еще принесло? С Рождеством, дядюшка! И вы туда же! Еще скажите, что Дед Мороз существует! Подайте сиротам на хлеб! С чего это? Идите заработайте, бездельники! Надоели мне тут уже! Ну как же Рождество ведь? Вон отсюда! Вон! Надоели мне в этом году. Все ходят и ходят, и побросайничают. Какие-то бездельники. Так, все, Джейн, надоело мне это все. Я домой. Закрой. Раздраженный Скрудж идет домой. Он проживал в доме, принадлежавший когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада-комната, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Это был весьма старый дом и весьма мрачный, и кроме Скруджа в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались в наем под конторы. Подвал Скруджа был наполнен протухшей едой, которую нищие отдавали ему вместо налогов. Ему просто-напросто было жалко ее выбросить. Уставший от этого сложного дня, Скрудж готовится ко сну. Ложится в постель, думая о том, сколько он сегодня заработал. И вдруг он видит страшный сон. Кем я был? Ну, кем ты был? Я был твоим компаньоном Джейкобом Марли. Ты можешь сесть? Могу. Так присядь. Все еще не веришь в меня? Ничуть. Глупо не верить глазам своим. Все, что не видится, обманчиво. Даже расстройство живота порой дурачит. Быть может, ты не переваренное мясо. Плохое масло, черствый сыр, а может, листик увядшей петрушки. Не мертвечина, ветчина тому виной, что ты явился. Ужасное видение! Что тебе нужно от меня? Отвечай же без обмана! Веришь, что стою пред тобой? Я верю! Горе мне! Ты весь в оковах. Почему? Я выковал эту цепь при жизни. Звено за звеном, ярд за ярдом. Тебе знакома ее вязь? Ты представляешь вес и длину своей цепи? Она была такой же, как эта 7 долгих лет назад. О, это большая цепь. Джейкоб, помягче немного. Это ведь невыносимо. Истинно жестоко.
Мне скоро в путь. Нигде я не найду приюта. Ты помнишь, как в жизни я терпеть не мог путешествовать и ничего не видел, кроме нашей конторы, обители двух кровопийц? Теперь я обречен на вечное скитание. 7 лет как умер, и все время странствуешь? Все время. Ох, как утомился. Должно быть, ты долгий путь прошел. О, да! О, как я был слеп! Скрудж просыпается в ужасе от новости, которую ему сообщил его старый напарник. К нему должны явиться этой ночью 3 гостя. Что со мной происходит? Ой, какие кошмары мне снятся. Ой, что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Какие гости ко мне должны прийти? Ничего не понимаю. О. Кто ты? И что ты такое? Я гость прошлого, Какого прошлого? твоего прошлого. Моего прошлого. Идем со мной. Не хочу. Господи, я же тут родился. Я тут вырос. Трошку. В глазах туман. А что на щеке? Неужто слеза? Снежинка. В глаз снег попал. Ты помнишь дорогу? Да как же не помнить? Да я вслепую сумею найти. Это бесплотные образы давно ушедших дней. Они не знают, что мы здесь, в наш час. Я знаю их. Я с каждым был знаком. То школьные мои приятели. Летим дальше. Здесь была моя школа. Она еще не вполне опустела. Одинокое дитя, всеми покинутое, сидит в тихой грусти. Знаю. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Скрудж
Глядя со стороны на себя, понял, что именно в этот момент он в первый раз почувствовал себя по-настоящему одиноким. Такое же чувство одиночества он испытал только при расставании со своей по-настоящему любимой женой. Ну подожди, постой. Новый идол заменил меня тебе. Ну, идол. Какой идол? Золото. Золото. Никак не могу взять в толк, за что ты меня осуждаешь? Я ведь просто стремлюсь к достатку. Не так, как прежде. Ты сильно изменился. Да, изменился. Намного умнее стал. Но чувства мои к тебе не изменились ничуть. Помолвка наша дело прошлого. Когда мы обручались, мы жили в бедности и не страшились ее. Ты тогда был совсем другой. Я был глупцом! Я даю тебе свободу. Я хоть раз просил тебя об этом. Словами нет. Тогда в чем дело? Ты прежде смотрел на мир другими глазами. Моя любовь для тебя ничего не значит. Я даю тебе свободу. Будь счастлив в той жизни, которую ты выбрал. Призрак, унеси меня отсюда. Я сказал, это лишь тени минувших дней. Былое есть былое, в том нет моей вины. Не мучь меня, нет сил терпеть. Оставь меня! Оставь немедля! Довольно меня терзать! Она думает, так легко можно растопить мое сердце. Нет, 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 нет. Но что заснуть больше не может и решил отвлечь себя налоговыми декларациями. Почитаю, что здесь у меня. Вот денежки мои здесь на месте. Так, ага. 1, 2, ага, 3, 4, 5, 6, 7. Что? Ой, что ты? Нельзя же так живыми! Кто ты? Кто ты такой? Откуда ты взялся? Я гость настоящего, но живым этого знать не нужно. Пойдем со мной, у нас с тобой мало времени. Я должен показать тебе, что происходит в другом Не месте. хочу опять. Что? Посмотрим сейчас туда. Ну где же она? Сколько можно ждать? Опять усталая пришла с работы. Послушай, да я уже устал смотреть, как он изводит тебя изо дня в день. Наверное, в этот чудесный праздник даже не поздравил тебя. Наш сын Тима болен, а он даже не может дать тебе один выходной. Каждый день ты приходишь с работы, усталая, замерзшая, как льдышка. Ты тоже хочешь заболеть? Кого он тогда изводить будет? Ты судишь о нем из моих рассказов, а я ведь могу и приукрасить. Все, я больше не хочу слушать про этого гадкого, скупого старика. Увижу его, все ему выскажу. Нет, ничего я не скупой. Я просто экономный.
Подожди, это еще не все. Посмотри на тех детишек. Кто там идет? Помнишь сироток, которым ты отказал сегодня? Поди замерзают сейчас где-то. Может быть, даже кто-то из них умрет сегодня от голода. Погодите, погодите. Нам всего лишь нужно пережить эту ночь. Не забывайте, ведь это не просто ночь. Это рождественская ночь, в которую случаются чудеса. Кто ж знал, что они сиротки? Ну, много ли попрошаек ходит по улице? Да-да, друг мой, тут все серьезно и по-настоящему. Я порой противен сам себе. Думаю, что ты уже все понял. И у тебя еще есть время все исправить. Помни об этом. А я пошел, у меня есть еще другие дела. Что за странная ночь? Какие-то гости меня терзают. Еще же должен, кажется, появиться третий гость. Но кто же это? Кто же это? Когда он появится? Где же он ходит? Куда он запропастился? Кажется, третий гость объявился. Что-то он молчит. Подозрительно. Что ты терзаешь меня своим молчанием? Показывай, что там у тебя! Показывай! Как будто вчера, под самое Рождество. Думал, уж никогда не помрет. Кому завещал состояние? Знаю лишь, что не мне. Что прискорбно. Хоть был богат, а ведь похороны будут дешевые. Вряд ли кто придет. Я, пожалуй, схожу. Закушу на поминках. Браво, верно. Ох, и мерзок он был. Ну и мы пойдем. Не-не-не-не-не. О ком говорили все эти люди? О ком говорили все эти люди? Кто умер? Кто умер? Что происходит? Что такое? Что происходит? Похоронили. Что? Похоронили Скруджа. Кому он нужен? Кому вообще он нужен? Сварливый скряга с обвисшими щеками. Все люди тихо его смерти ждали. Злой, сварливый, жадный был, никому не давал и сам не жил. Злой, сварливый, жадный был, никому не давал и сам не жил. Злой, сварливый, жадный был, никому не давал и сам не жил. Злой, сварливый, жадный был, никому не давал и сам не жил. Похоронили Скруджа. Кому он нужен? Кому вообще он нужен? Сварливый скряга с обвисшими щеками. Все люди тихо его смерти ждали. Ждали его смерти, ждали его смерти, ждали его смерти, ждали его смерти, ждали. Мы все равно желаем, чтоб у него все было хорошо. Быть может, в этот праздник есть кто-нибудь, кому
своей смерти? Есть хоть кто-нибудь неравнодушный к своей смерти? Что? Мы погибли? Да как будто нет. Он уступил мольбам? За него впору молиться. Он скончался. Скончался? И кому перейдет наш долг? Не знаю, но пока суд до дела мы сумеем все вернуть. А нет, так новый кредитор не будет столь безжалостен. Нет, нет, нет. Стой, остановись! Нет, у меня должен быть хоть один шанс! Пожалуйста, уходи! Ой, я умоляю, уходи! Уходи! Нет! Нет, так не должно быть! Уйди! 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 Я так не хочу! Помогите! Хоть кто-нибудь должен меня спасти! У Скруджа есть шанс, как и у всех людей на земле, изменить ход своей истории. Ведь благодаря Иисусу, который родился в этот день 2000 лет назад, мы можем получить спасение. Для этого нам нужно просто раскаяться в своих грехах и пригласить Иисуса в свое сердце. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что? О, свет! О, свет! Ой, я вижу свет! Солнце! Я что, живой? Живой! Руки! Это всего лишь сон! Ой-ой-ой-ой-ой! Это всего лишь сон! О, вот это ночь! Вот это ночь! Какой сегодня день? Эй, дети! Что? Что? Сегодня Рождество? О, как это так? Я все могу проспать! Какой замечательный день, оказывается, Рождество! Пойду на работу, у меня много дел. Так, где мои бумаги? Ага, так. Будем смотреть. Ага. Вот я на работе. Угу. Чего тут у нас? Этому должен отдать. Ох ты, что ж такое? Зачем мне столько шкафов? Так. Что-то. Сейчас. Надо все раздать. Не обязательно столько много. Так. Что тут у нас? Что-то Джейн у нас задерживается немножко. Как она опаздывать любит. Ну ничего, я ее прощаю. Да. Что? Отработаешь, да? Так а в следующем году. Ой, не бойся. Иди сюда, дорогая, иди сюда. Смотри, послушай. Короче, все хорошо. Я больше не злой. К нам вчера приходили детки из сиротского дома. Такие маленькие, страшненькие, голодные. Слушай, давай каждый месяц отчислять от наших доходов все. Детский дом. Да. Бери, записывай книжечку так. Еще у нас есть одно дело. К нам приходила племянница, приглашала меня на рождественский ужин. Слушай, у нас там есть за углом замечательная лавка. Закажи самого большого гуся. Да, хорошо. Да, записала? Ага, хорошо. Все, иди исполняй. Так. Ой, стой, подожди. С Рождеством тебя, дорогая! С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством! И Скрудж был верен своему слову. Все, что обещал, исполнил, даже больше. Можете спросить Тима. Он здоров.
И в Скрудже души не чает. Нет во всем Лондоне такого друга и такого щедрого джентльмена, как наш Скрудж. Поговаривают, что в нем зажегся рождественский дух. Так что, как сказал один ребенок... Господи, храни всех людей! Дорогие друзья, в этот рождественский вечер, как и в любые другие значимые праздники для людей, принято дарить подарки. Правда? И знаете, есть две стороны у этого процесса. Есть люди, которые любят получать подарки, испытывают очень много радости, когда получают подарки. А есть и люди, которые любят делиться этими подарками. И они испытывают огромную радость делиться этими подарками. В этот момент происходит чудо. Ведь большую радость люди испытывают, когда их дарят или когда получают. И кто ты в этот момент? Тот, кто дарит подарки или кто получает? Мне кажется, это не имеет никакого значения. Наверное, знаете, еще это не зависит от возраста. Правда? Ведь и взрослым, и маленьким нравится получать подарки. А бывает так, что в сердце самого маленького карапуза пробежит такая искра в сердце, и он готов отдать последнюю, может быть, конфетку у себя, игрушку, поделиться. И знаете, в этот момент, мне кажется, он не чувствует, что от него что-то отняли. Он чувствует, что он ничего не потерял, испытывает какую-то радость. А бывает так, что взрослый человек, который видал много и доброго, и злого в мире, прошел очень большие испытания и настолько бывает озадачен своей жизнью, самим собой, что не замечает никого вокруг. И он занят только собой. Знаете, человек может быть в разных состояниях. Человек может быть поглощен собой, а может быть проводником этой радости, любви. И знаете, ведь когда мы говорим о подарках, речь не идет только, знаете, о вещах. Ведь вещи, они имеют очень маленькую ценность во времени. Бывает, ты чего-то очень сильно хочешь, хочет ребенок какую-нибудь игрушечку, получает ее. Проходит неделя, и она уже ему совершенно неинтересна. И у взрослых людей так бывает. Ты к чему-то стремишься, так хочешь это что-то приобрести, не знаю, новый дом, машину, что угодно. И ты получаешь, и потом это уже, может быть, не приносит тебе такого наслаждения через время. Оно утрачивается. Но есть какие-то вечные ценности, которые, мне кажется, каждый способен оценить. Это присутствие, это любовь, это время, которое мы можем дарить друг другу. Это самое ценное. Даже когда с подарком ты понимаешь, что кто-то делит частичку себя, отдает себя тебе это гораздо ценнее. Не все способны на это, правда? Мы иногда замечаем, что в ком-то этого больше, в ком-то этого меньше. А иногда смотришь на человека и думаешь, а он вообще способен любить? А есть ли у него сердце? Знаете, и в такие моменты задумываешься, ведь мы, люди, мы очень ограничены. Потому что мы понимаем, что этот источник этой любви, он иногда иссыхает и у нас самих, даже если мы способны на добрые дела. Согласны с этим? Бывает так, что ты иссыхаешь, и ты не можешь быть таким радостным, и тебе тяжело самому. Мы понимаем, что этот источник, он не в нас, он откуда-то берется. Вы замечали иногда такой момент, что бывает сквозь силу, быть может, у тебя этого нет, ты просто улыбнешься кому-то лишний раз, может быть, сквозь силу, а другой человек поймает эту улыбку и подумает, как незаслуженно я получил эту улыбку, или доброе слово услышал в свой адрес. Его так это окрыляет, он так удивляется, шокируется этому, но потом идет, несет это и понимает, что тут же он помог перейти бабушке через дорогу или что-то еще. И ты понимаешь, это любовь, этот маленькое семя, маленькое действие, оно способно заразить, оно способно распространиться, оно способно вырасти как дерево из маленькой семечки, из маленького поступка в что-то огромное. Как это удивительно! Это способность людей
вмещать это чудо в себя, быть носителем этого чуда, передавать это чудо. Но знаете, я понимаю, что мы, когда об этом говорим, мы понимаем, что нам нужно где-то этот источник найти. Ведь не может быть он у людей вечно, согласитесь. Мы сами очень слабы и ограничены. И вот я хочу сегодня вам подарить подарок, которому уже 20 лет. Знаете, за эти 20 лет он не протух, не испортился, срок годности его не вышел. Знаете, мне кажется, этот подарок, он будет еще ценен и важен еще многие-многие столетия вперед. Знаете, лично для меня ему 20 лет. А для человечества этому подарку уже более 2000 лет. Знаете, когда-то 20 лет назад моя жизнь полностью перевернулась, и я встретился с Богом, который коснулся моего сердца и изменил всю мою жизнь. И это было, знаете, не так, как, может быть, ты себе сейчас подумаешь. Это было необычно. Я был один. Я не был в каких-то религиозных организациях. Я просто слышал о нем. Я был абсолютный разбойник. Я носил длинные волосы. Я ходил в черных куртке, играл под забором рок-н-ролльские песни, употреблял всякую ерунду, был глупым от этого. И знаете, я услышал, что есть такой неведомый Бог, который любит, который прощает, который тебя принимает. И знаете, однажды, оставшись дома, в родительском доме, я жил тогда на 5-м этаже, был летний вечер, было темно, я никак не мог уснуть. Вот эта мысль не оставала мне просто покоя не давала. И я просто взял и пошел, и вышел на балкон. Я сейчас с вами говорю не как актер, а как вот Евгений, и простой парень, знаете, который может ошибаться, который боится многих вещей, переживает за свою семью, ошибается иногда и не знает иногда, что делать. Но тогда я просто вышел на балкон и посмотрел в небо, и я смеялся сам себя. Я сказал: если ты есть, приди в мою жизнь, стань моим спасителем, веди меня, стань моим господином. Я смотрел на себя, мне было смешно, у меня был мандраж. И в тот какой-то момент, когда я это сказал, я вдруг ощутил какое-то тепло, мир, покой в своем сердце. Я сомневался. Меня нельзя было назвать убежденным человеком. Я был атеистом всю свою жизнь. Приходящих ко мне, говорящих о Боге, я прогонял и смеялся над ними. Я смеялся над своими родителями. И тут я просто позвал его в свою жизнь. И знаете, на следующий день я не стал миллионером, не стал блондином. У меня, знаете, не отвалились волосы, и куртка моя никуда не делась. Я все ходил такой же, знаете. Но что-то поменялось внутри. Поменялась призма, которой я стал смотреть этот мир. Знаете, как с этим Скруджем, который был такой злой, напыщенный, озадаченный только богатством, столкнувшийся с несправедливостью с самого детства. Может быть, он был сирота, и он ожесточился и стал таким грубым, бесчувственным. Но даже у этого человека была способность любить других людей, способность дарить. И я это ощутил на себе. Прикосновение с вечной любовью, с этим источником, откуда ты можешь черпать и пить сколько ты хочешь, и у тебя не кончится никогда. Ты можешь всегда к нему обращаться, ты можешь разговаривать с ним. И этого достаточно. Знаете, иногда в школе показывают макет земли из картона. Выглядит убого. И думаешь, разве это земля? Вот земля. Я выйду сейчас во двор, посмотрю, растут деревья, она плоская. Какая же она круглая? Как странная, непонятная. Знаете, вот так вот с религией и верой. Иногда смотрят люди на кресты, на какие-то обряды, на людей, на какие-то правила, законы и думают, неужели такой Бог? Это всего лишь только то, как его представляют люди. А живой Господь, Его Дух, Его присутствие. Слушай, ты можешь пережить это, будучи один на один с Ним. Самый тяжелый момент твоей жизни. Как и сделал я. Я просто вышел на балкон, закрыл свои глаза и обратился к Нему, потому что я слышал, что так делают. И что-то поменялось в моей жизни. И прошло 20 лет, у меня огромная семья, я мог спиться, как все мои друзья, которых уже многих нет в живых. У меня 4 детишек, я их воспитываю, люблю очень. Я много делаю глупостей по жизни, ошибаюсь, но я знаю, к кому обращаться за помощью, когда мне тяжело. Это мой Господь. Я прикнул к какой-то церкви, которая в тот момент помогла мне разобраться со своими проблемами. Я пришел, помню, тогда к пастору и говорю, расскажи мне о Боге. У меня проблема. А у меня была проблема, и я вам сейчас не вру.
Кто знает меня, они слышали об этом, и это было со мной. Я с самого где-то с 16 лет у меня такая была проблема, что я ложился спать, и в какой-то момент я просыпался, и нападал на меня какой-то паралич, что я не мог пошевелиться. Я просто смотрел по сторонам, я мог шевелить головой, но я не мог никого позвать, я не мог ни помахать руками, ничего сделать, ни встать. Мне было очень непонятно сначала, а потом страшно, и это повторялось со мной время от времени. Я мог мыслить, и такое ощущение было, что душа моя куда-то стремится, мне было страшно очень. И это повторялось, потом проходило, так шли года. И вот когда я стал встречаться с Божьими людьми, вдруг это обострилось. И помню тот день, я боролся, наверное, до 6 утра с этим. Мне было страшно, я думал, что я умираю. Я стал вспоминать какие-то молитвы, и стало еще страшнее. Я стал вспоминать маму. Мне было реально страшно, я думал, что я умру. И когда после этого борения я все-таки остался живой, я пошел в церковь искать вопросы на ответы. Я говорю, расскажите мне про своего Бога. Пастор говорит, тебе надо креститься, жениться, все у тебя будет хорошо. У меня уже тогда встречался со своей будущей женой, вне брака, у нас уже должен был родиться ребенок, и все могло покатиться под откос. Но я сказал, давайте мы сделаем. Пошел зимой в нашем Балтийском море, крестился прям во льду. Помню этот день. Потом свадьба у нас была через несколько недель. И как-то в моей жизни все стало налаживаться. И я смотрю, что самое главное, конечно же, не это. Я знаю, что Господь рядом со мной всегда. Я ощущаю Его теплоту, любовь, заботу обо мне, что бы со мной ни происходило. И мы прошли разное, и тяжелые времена, и кризисы разные, и безденежье, потому что я 9 классов образования. Сейчас работаю в крутейшей IT-фирмы в нашей стране. Замечательно, по всему миру. Выучил английский язык. И знаете, я смотрю назад, оглядываюсь и думаю, где я был? Из какого болота меня Господь вытащил? И все благодаря просто Его любви. И знаете, вот этот подарок я хочу подарить сегодня вам. Может быть, вы сегодня не примете какого-то решения, может быть, вы не обратитесь к Нему сегодня. Но помните, вы всегда можете сделать, как я, будучи 1 на 1 с Ним. Но я хочу, чтобы вы просто хотя бы услышали это. А давайте сейчас просто, может быть, кто-то хочет, мы просто закроем все вместе глаза, и я произнесу эту молитву, которую сказал тогда я. А ты можешь повторить это со мной. Дорогой Господь, я сомневаюсь. Я не знаю фактов, я никогда Тебя не видел, я слышал только о Тебе. И вот, я обращаюсь к Тебе. Если Ты есть, приди в мою жизнь, будь моим Господином, будь моим Спасителем. Библия говорит, что Ты прощаешь грехи, и все прошлое теперь неважно, Ты можешь это все убрать из моей жизни. Я могу начать с чистого листа. Вот я, будь моим Спасителем. Аминь. С Рождеством вас, дорогие, любимые гости. Пусть это тепло войдет в ваше сердце. Пусть Господь хранит вас в этот замечательный, классный праздник Рождества Иисуса Христа. Давайте поаплодируем друг другу, поаплодируем актерам и споем замечательную песню. Ты открываешь свои тайны, освещаешь все пути, разрушаешь стены между нами. Все совпадения не случайны. Я глазами новыми узнаю духовный мир бескрайний, но невозможно постичь ни умом, ни сердцем каменным. Нужно любовь в жизнь свою впустить. Я слышу голос внутри, что скажет, то и будет правильным. Твоей любви страха нет, душа тобой наполнена. Когда погаснет наш свет, радости наполнена.
доверюсь без остатка, но невозможно постичь ни умом, ни сердцем каменным. Нужно любовь жизнь свою пустить. Я слышу голос внутри, что скажет, то и будет правильным. И за ним иди. Твоей любви страха нет, душа тобой наполнена. Когда погаснет наш свет, о радости наполнена. Ты выше звезд и планет, жизнь над ними новая, жизнь новая. Храню твой вечный завет, будет все исполнено. Right now, yeah. Ой, Принимай, принимай. Эй, твоей любви, Бог, ты не оставишь. Ты наша сила, ты наша радость. Твоей любви, Бог, ты не оставишь. Ты наша сила, ты наша радость. Твоей любви, Бог, ты не оставишь. Ты наша сила, ты наша радость. Твоей любви, Бог, ты не оставишь. Ты не оставишь. Ты не оставишь. Твоей любви страха нет, душа тобой наполнена. Когда погаснет наш свет, о радости наполнена. Ты выше звезд и планет, жизнь над ними новая, жизнь новая. Храню твой вечный завет, да будет все исполнено. Твоей любви, Бог, не оставишь. Ты наша сила, ты наша радость. Твоей любви, Бог, я знаю, Бог, не оставишь нас. Наша сила, ты наша сила, радость. Песня. Твоей любви, Бог, ты не оставишь. Ты наша сила, ты наша радость. Дорогие друзья, с Рождеством Христовым! Спасибо вам.